Башкортостан прошел рубеж 4 миллиона человек во всероссийской переписи населения. Об этом заявил глава республики Ради Хабиров, который также принял участие в кампании. Обсудим ход всей кампании вместе с гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала республики. Сегодня с нами политолог Арсен Шаяхметов. Арсен, здравствуйте. Здравствуйте. С самого начала вы следите за переписью. Расскажите, по вашей оценке, как она идет, да, и вот 4 миллиона человек уже переписались. О чем это говорит? Ну, перепись — это достаточно регулярное событие, которое происходит раз в 10 лет. В среднем раз в 10 лет, все верно. Поэтому ничего необычного здесь нет. В общем-то, она мало чем отличается по процедуре от предыдущих переписей. В этом году появилась вот электронная форма переписи. Это, пожалуй, главная инновация ее. В последующем, мне кажется, мы будем видеть расширение этой практики, и, наверное, она в большей степени уже станет электронной, нежели традиционно бумажная. Что касается охвата населения, то мы же, конечно, говорим не о выборах, поэтому здесь и цель максимально в большей степени охватить все население. Поэтому, если мы пересекли уже 4-миллионный рубеж, значит, постепенно перепись идет к завершению, поскольку население республики, как мы знаем, 4 с небольшим миллиона граждан. Вот. К счастью, перепись на территории республики, на мой взгляд, проходит бесконфликтно. То есть люди по-разному обычно относятся к переписчикам, иногда не пускают их, иногда случаются какие-то локальные конфликты. Ну, пока что этого не происходит, и это, я считаю, замечательно, потому что перепись — это такая достаточно интересная и мягкая процедура, и какой-то конфликтный потенциал в ней не должен быть. Как вы оцениваете то, что перепись в этом году, во-первых, она переносилась с прошлого года, перенеслась на это в связи с пандемией коронавируса. Как вы оцениваете вот влияние такого фактора? Ну, это вынужденная мера, потому что мы прекрасно понимаем, что в разгар коронавируса проводить такие мероприятия опасно. В общем-то, здесь положительную роль сыграла и электронная форма голосования, поскольку многие смогли переписаться в дистанционной форме и не контактировать непосредственно с переписчиком. Ну, а для сельской местности мы, конечно, понимаем, что электронная форма не всегда бывает доступна или понятна, поэтому, конечно, там вынуждены были все-таки переписчики ходить по местам. Что касается переноса, то больше, чем на год переносить уже было бы нецелесообразно, поэтому в какой-то степени проведение переписи именно сейчас было вынужденной мерой. Сейчас мы будем постепенно, надеюсь, выходить из всяких этих ковидных историй, сниматься ограничений, и, конечно, нужны будут какие-то объективные данные о социально-экономической картине в республике и стране в целом, и в этом плане перепись выступит таким вот инструментом, который позволит инвентаризировать хозяйство и человеческий капитал нашей страны в целом, республики в частности, и дать какую-то более-менее объективную картину того, что мы можем, на чем мы можем в дальнейшем базировать развитие нашей страны. Как вы оцениваете эффективность прошлой переписи, которая состоялась в 2010 году? Да? Позволила она изменить социально-экономическую сферу у нас в республике? И чего ждете, каких результатов от нынешней? Ну, перепись, как я уже сказал, это скорее инструмент инвентаризации, то есть он напрямую не влияет на те процессы, которые случаются в будущем. Он позволяет как-то сформировать программы развития или же получить более полное понимание того, что, в каком состоянии находится экономика и общество в нашей стране. Вот, поэтому перепись — это такая процедура, которая выступает лишь вспомогательным инструментом для формирования всех этих процедур, программных документов, и напрямую не является тем фактором, который вот оказывает прямое влияние. Поэтому я бы не рассматривал это как какое-то долгосрочное влияние. Вот. От нынешней переписи я, в принципе, ожидаю более-менее сходных результатов с теми, что мы уже имеем и которыми обладают госорганы, потому что, повторюсь, это тот инструмент, который лишь аккумулирует данные, которые уже имеются, и как-то их систематизирует, потому что у госорганов у всех разные базы, они находятся, конечно, в разном состоянии, и привести их к актуальной дате, вот, в частности, сейчас будет на 1 октября, для этого как раз и создана перепись. Поэтому, наверное, мы увидим все-таки какое-то снижение населения по стране из-за, опять-таки, ковидных ограничений. Конечно же, и те ограничения, которые были в экономике, они тоже в какой-то степени отразятся. Но вместе с тем это не будет сильно расходиться с теми статистическими данными, которые мы уже имеем на сегодняшний день. Мы знаем, что предварительные данные уже появятся в конце этого года. Это очень быстрые результаты будут получены. Как вы оцениваете такой подход?
Но опять-таки это следствие электронной формы переписи, поскольку как только перепись завершится, в достаточно короткий срок те данные, которые были получены электронным путем, они выгрузятся в базу и сформируют вот как раз-таки такие предварительные показатели. Конечно, они уже еще не будут показательными в полной мере, потому что пройдет, по-моему, от полугода до года, когда будут уже сформированы все окончательные данные. Поэтому чем больше будет расширяться вот этот инструмент электронной переписи, тем быстрее и объективнее мы будем получать картину, потому что ждать еще там год, полтора, два для того, чтобы обработать эти результаты, мы, конечно, понимаем, что в таком случае они уже становятся неактуальными. И чем быстрее мы их получаем, тем быстрее мы можем использовать этот инструмент для дальнейшей работы. Руководители национальных организаций и в республике, и в целом по стране призывали сторонников принимать активное участие во всероссийской переписи населения. Они говорили о том, что данные, которые получены, да, покажут, где не хватает там школ по тем или иным языкам и так далее, потому что вопросы о родном языке также включены в вопросник, вот, анкеты. Да. Как вы оцениваете такие подходы национальных движений? И в нашей республике мы знаем, что она многонациональная. Какую картину мы можем увидеть? Ну, это один из элементов переписи. Она не только формирует понимание о социально-экономическом положении в стране, но и помимо этого, конечно же, обозначает и какие-то вот такие точки развития человеческого капитала, в частности, развитие социальной сферы, языков, культуры народов. Вот, поэтому государство часто привлекает таких лидеров общественных мнений, в том числе и духовных лидеров, для того, чтобы они призывали людей более активно принимать участие в этом процессе. Поэтому одним из следствий переписи, конечно, как вы правильно заметили, будет и разработка социальных программ, в том числе и на селе, для строительства школ, детских садов и в том числе духовных культурных учреждений. Вот, как мне кажется, впоследствии мы можем ожидать и появления такой вот некой программы развития языков на государственном уровне и развитие этнической, культурной сферы, то есть такие национальные программы Российской Федерации. Вот, и в дальнейшем мы увидим как раз-таки появление, возможно, каких-то новых инструментов, в том числе и цифровых, которые будут внедряться и на селе, и в городах для вот уже развития непосредственно национальной культурной места. Глава Башкортостана Ради Хабиров также принял участие об этом. Вот он рассказал буквально накануне, да, прошел перепись на госуслугах и рассказал о своей семье из 5 человек, которые проживают с ним вместе здесь, в Башкортостане. Вот когда первые лица регионов об этом заявляют, как это влияет? На мой взгляд, это может повлиять несколько мобилизирующе для определенной категории граждан, но, на мой взгляд, большого влияния, конечно, не имеет, потому что люди, как правило, в переписи участвуют самостоятельно и по доброй воле. Это такой некий вот уже рекламный маркетинговый ход для того, чтобы окончательно привлечь тех, кто сомневается как-то. Ну, а если смотреть с точки зрения главы республики, то, конечно, такой публичный опыт, обозначение вот каких-то своих взглядов, это, конечно же, влияет положительно на его образ и на открытость власти. Вот. Но какой-то активной мобилизации после этого ожидать, на мой взгляд, не стоит, тем более уже подавляющее большинство населения республики прошло перепись. Кампания продолжается до 14 ноября, она началась 15 октября. Что еще можно увидеть за эти дни? Мне кажется, ничего такого особо серьезного мы не увидим. Мы увидим более-менее такое плавное завершение переписи, и впоследствии будем ожидать уже появления предварительных результатов, которые дадут предварительную картину социально-экономического потенциала республики и стадии развития человеческого капитала. В течение какого периода мы можем увидеть уже готовые результаты, когда в здравоохранении, в образовании, в экономике что-то будет новое принято, вот на ваш взгляд? Ну, предварительные результаты переписи мы увидим где-то, наверное, к февралю только. Вот, а конечные, готовые программы? Да, конечные к концу следующего года, поэтому программы на основании этих данных, наверное, начнут разрабатываться во второй половине 2022 года. Ну и когда они постепенно пройдут стадии рассмотрения, принятия, я думаю, речь идет о 2023-2024 году. Видите ли вы какие-то особенности всероссийской переписи населения в Башкортостане, в отличие от других регионов? Каких-то серьезных особенностей я не заметил. В принципе, перепись организовывается федеральными органами исполнительной власти, и поэтому более-менее равномерно проходит по всей стране. Конечно, есть такие регионы, как, допустим, Якутия, где очень разряженное население, то есть оно находится на удалении друг от друга, населенные пункты, есть труднодоступные районы. У нас в республике таких практически нет, поэтому, в общем-то, перепись проходит ровно и по городам, и по селам. Уровень подготовки, как вы можете оценить?
Переписчиков имеете в виду? И переписчиков, и как отработал Башстат. Но как отработал Башстат, мы еще пока не знаем. А переписчиков в этом году снабжали планшетами электронными для того, чтобы они не возились бумажными носителями. Только в исключительных случаях использовались бумажные носители. Поэтому даже в этой степени перепись стала такой электронной. То есть данные сразу забивались в планшеты. Вот, с этой точки зрения я оцениваю этот процесс положительно. Каких-то других таких вот удивительных и необычных факторов я не заметил. Приняли ли вы участие в опросе, да, и ваше впечатление, если вы действительно заполнили вот эту анкету? Я проходил в первые дни переписи в госуслугах. Для меня это был первый опыт, потому что прежде, когда приходили переписчики, меня не было дома и заполняли родители. Сейчас уже, скорее бы, переписчики меня не застали дома, потому что дома я бываю редко, и получить такой опыт через госуслуги для меня было бы интересно и полезно. И, на мой взгляд, основным из положительных моментов было то, что графа национальность с этого года туда можно вписывать несколько своих национальных идентичностей. На мой взгляд, это прекрасное новшество, которое полезно таким людям, как я, которые из многонациональных семей, а их большинство уже сейчас в Республике Башкортостан. Вот, и такая графа дает полноценный выбор для того, чтобы отразить все свои национальные идентичности, к которым ты себя относишь. Спасибо большое, Арсен. Сегодня гостем программы «Интервью» был политолог Арсен Шейхметов, и мы обсуждали ход и предварительные результаты всероссийской переписи населения, которая началась 15 октября и завершится 14 ноября. Те, кто еще не заполнил анкеты, могут успеть это сделать. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.